Песни, музыка, игры и чай из самовара. В Коми отметили Международный день соседей. Необычный праздник организовали единороссы региона. Главная цель – наладить контакт и дружеское общение между соседями. Ведь сейчас люди подчас даже не знают, кто живет с ними на одной лестничной клетке, не говоря уже о подъезде или доме в целом. Как в столице Коми отметили День соседей, расскажет Павел Королев. Жители этого двора по улице Интернациональной хоть и знают друг друга только в лицо, но все же не прочь весело провести свободное время вместе. Особенно подрастающие соседи. Для них в программе веселые конкурсы, аниматоры и танцы до упада. Я живу в этом доме, у меня 3 детей, одна из них вот танцует. Мероприятие, получается, входит в ежегодное мероприятие. Оно было и в прошлом году, и в этом году. Детям очень нравится, особенно розыгрыши всякие, спортивные мероприятия, танцы. Спасибо большое за организацию. По словам организаторов, раньше соседи дружили семьями и ходили друг к другу в гости. Но теперь теплые отношения внутри дома стали большой редкостью. И такие праздники нужно проводить чаще. Такие мероприятия показывают, что они сплочают двор, жители становятся более близко общаться, и это сплочает и двор, и детей. Такие мероприятия, конечно, нужны на территории нашего города, и чтобы жители сами проводили их, знакомились с соседями и общались поближе. Нужно знать своих соседей. Об этом говорят жители двора. Ведь только совместными усилиями удастся сделать жизнь комфортной не только в многоквартирном доме, но и в городе. Так жителям столицы Коми еще раз напомнили о гражданской активности. До окончания голосования по благоустройству территории осталось всего 3 дня. При этом люди сами выбирают, какие территории преобразятся в следующем году. Вот сейчас мы находимся за дворцом пионеров. Как он раньше назывался, сейчас называется Дворец учащейся молодежи, где тоже будет произведена реконструкция в рамках программы ФГГС. Это место участвует как раз в голосовании. Здесь должна быть современная спортивная детская площадка. Такая агитационная работа проводится в рамках народной программы партии «Единая Россия» по направлению «Удобная и комфортная среда». И станет ли она более комфортной и удобной, решат сами жители города. Уже совсем скоро мы узнаем, где в следующем году появятся новые общественные пространства, уютные дворы и детские площадки. Павел Королев, Олег Ананин, телеканал Юрган.